Икрамидин Азирович, пожалуйста, включите микрофон. Да, у меня есть несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Вы сейчас высказались по поводу заочного предъявления обвинений и так далее, да, но ничего не сказали по поводу возможности заочного направления дела в суд. Вот, заочный приговор, вы сказали, предъявлен. А по поводу возможности и урегулированности в УПК направить дело в суд с обвинительным актом, вы ничего не сказали. Что вы можете по этому вопросу пояснить? Ну, я в этой части могу сказать, да, действительно, прямой нормы, которая говорит о том, что человек в отсутствии его там, в том, что он если умышленно уклоняется от суда, следователь вправе направить, такой нормы нету, но если мы говорим о том, что он заочно может быть предъявлено обвинение, он может быть объявлен в розыск, соответственно, в принципе, исходя из вашей позиции, прямого запрета также нету направлять в суд дело. Я отмечал, что правосудие состоит не в том, что надо защитить права подсудимого, обвиняемого там в полной мере, но есть права потерпевших по делу, поэтому в данном случае я считаю, что это допустимая норма, и она не вступает в противоречие именно с Конституцией. Да, этой конкретно такой нормы нет, вот я УПК держу рядом, ознакомление обвиняемого адвоката с материалами дел, предъявление, обвинительный акт, но и сказать о том, что норма, которая может сказать, что нельзя направлять дело в суд, если обвиняемый не ознакомился с делом, тоже такой нормы нет. И поэтому исхожу из этого. Пока вообще наше уголовное судопроизводство предусматривает, что следователь должен делать только то, что написано в УПК. Это защита. Обычные граждане, они могут делать то, что не запрещено. А следователь в данном случае, он должен делать только то, что ему разрешено делать. А разрешения направить дело в суд нету. Вот. Поэтому разве можно, так сказать, соблюдая интересы потерпевших, нарушать интересы обвиняемых за права? Разве это нужно? И как вы считаете, нужно изменения в закон вносить, дополнение, которое регулирует порядок заочного направления дела в суд? Чтобы такой в УПК все должно уже быть урегулировано. Почему этот момент не нужно урегулировать? Как вы считаете? Разве это не нужно урегулировать? Как вы считаете? Ну, благодаря нашему законодательству мы находимся в Конституционном суде. Я думаю, это вопросы, которые мы сегодня должны разрешить. Если у вас своя мое мнение, я считаю, что возможно, где-то в законодательстве не все у нас законодательство совершенное, но в части того, что сказать, что это противоречит, я не соглашусь. Но я говорю, я не могу сказать, что наша УПК совершенен. Да? Он нуждается в постоянном совершенствовании, но я думаю, это вопрос ответить. Следующий вопрос. Вот скажите, если обвиняемый, осужденный, да, заочно, если он приедет сюда, вот в данном случае, например, Курманбек Салиевич, если, например, решит сюда приехать, он имеет право на то, чтобы его дело рассмотрели с его участием. Нынешнее действующее законодательство предусматривает такую возможность? Если уже дело дошло до Верховного суда, уже Верховный суд уже вынес решение. То есть государство вообще хотело бы, чтобы он приехал и ответил, как положено перед, так сказать, народом за те действия, которые, в чем его обвиняют. Или все, уже это не нужно делать, все, уже осудили, ему приезжать не надо. Все уже, без него все решили, его судьбу.
Мое мнение, каждый человек имеет право на справедливый суд с его участием, Так. и чтобы он мог дать себя защитить в полной мере, да. Ну как он это сейчас сделает? Если он приедет, уже приговор есть, его уже приговор надо исполнять. Как он тогда себя защитит? Если вот Ну, у нас есть процедура пересмотра по новым, вновь открывшимся обстоятельствам. То есть он должен изложить какие-то обстоятельства, которые повлияли бы на приговор, который в отношении его постановлен. Чтобы ну, если нету вновь открывшихся обстоятельств, допустим, как быть тогда? Я не знаю. Ну, Не знаете. Больше нет вопросов. Больше нет вопросов. Самат Каштубекович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Уважаемый судья, есть вопросы? Нет. Присаживайтесь.